Сегодня я тебя позвала в гости, чтобы показать коми-инструменты. Они так интересно звучат, каждый что-то значит. Хочешь поиграть на коми-инструментах? Ну как тебе сказать? Эти инструменты подобные. Лягушки наквакаются. Эта музыка некрасивая. Сейчас я тебе покажу, как звучат коми-инструменты. Вот смотри, знаешь, что это такое? Ай, гармошка деревянная. Сама ты гармошка. Это Ворсан Табьяс. Трещоточка. Ну-ка, держи, попробуй сама поиграть. Так. Можешь на голову не надевать, просто так, попробуй. Смотри, а вот это шуршат. Так, тишина. Послушай, как он звучит. Ёмушка, послушай, а если тихонечко, ты послушай, вот ты в лесу живешь, и когда слышишь такие звуки? Это когда вот какой-нибудь богатырь в камышах запутается, так же шуршит. А я когда готовенькая. Ёмушка, ты как раз живешь рядом с красивой речкой. И вот когда речка маленькая журчит, она звучит почти так же, как и этот инструмент. Шуршат. Давай еще послушаем. А когда речка погромче, когда она побольше, то звучит погромче. Попробуй сама. Так, сейчас давай я попробую. Молодец! Хорошо у тебя получается. Так, дальше что у нас тут? Так, вот значит, у тебя избушка стоит в лесу, а у меня тут дом немного посовременнее. У меня есть тут забор красивый, и ко мне приходят различные гости. Среди них также есть и лошади, которые приходят ко мне с соседнего села. И ты тоже их съедаешь. Да? Нет, я лошадок не ем, ты что? Это ты всех ешь, всех богатырей, всех лошадей, всех животных в лесу, кто тебе попадется на пути. А я не такая. Из меня такую злодейку делает. Ой. Вот, Ёмушка, когда эти лошадки ко мне заходят во двор, я их пугаю вот этим инструментом. Это называется пужиня, деревянный колокольчик. Вот такая книга, и начнут так вот колотить. Все лошадки пытаются и убегают с своего двора обратно к себе домой. Страшно тебе? Хочешь, дам тебе совет. Какой? В следующий раз не пугай их, а меня зови. И что ты с ними будешь делать? Ой, знаешь, они настолько уже иммунитет выработали, что только видят мою метелку, так сразу все бегут. Ой, хорошо, в следующий раз позову тебя, а то не очень хорошо у меня. Не всегда хорошо получается с моей колотушкой. Ой, я не вместо лошадей тебя сбегу. Так, попробуй сама, держи. Ой, громко, громко, громко. Так, это смотрели. Смотри, еще какая красота у меня есть. Щера палич. Посмотри, Ёмушка, на что похоже? Ну вот смотри, тут, ну вот это вместо тарелки используем вот эту вот дыру, а это вторую бы палочку дала, как китайскими палками я б ела. Ой, китаянка тоже мне тут приехала. Сейчас я немного поиграю, а ты послушай, что напоминает тебе этот звук. Это тараканы по ночам шуршат. Да, это твои тараканы в голове, Ёмушка. Еще послушай. Слыша этот звук, можно подумать, что где-то вблизи глухарь такует. Слышишь, Ёмушка? Ой, ну глухари редко ко мне подлетают, так что буду считать, что это шум тараканов. Ну, пускай для тебя будет шум тараканов. Успокаивает, да? Не усни, Ёмушка. Так, хорошо. Ты запомнила, да, как играть? Как называется? И мой самый любимый инструмент называется жильжонь. Так? А я слышала такую песню. Жильжонь, ты-ты-ры-ты, жильжонь, ты-ры-ты. Жизнь, давай вместе споем. 3, 2, 1. Жили-жали, конка хыла, жили-жали, лошадой, жили-жали, жили-жали, олан мылом, талон сахин, а спиной. Жили-жали, конка хыла, жили-жали, лошадой. Что напоминает? Послушай. Да
эти звуки обозначают звуки маленькой-маленькой речки или маленьких капелек, которые падают с крыши. Ой, я же говорю, капелька с крыши. Попробуй сама. Так. Давай вместе, давай громче. Ой, слушай, когда ветер так сильно шумит по лесу, очень похоже, да. Вот, девушка, ты запомнила все? Это жижоль, держи. Это шуршар. Попробуй еще. Вот это пужиня. Так, это у нас щеропалич. Вот ты мне будешь на ночь на нем играть, а я буду спать. Хорошо, договорились. А это трещоточка. Давай играть, ёбушка. Весело у тебя, донышко. Ой, да, ёбушка, приходи ко мне почаще. А сейчас пойдем мы с тобой чайку попьем. Обязательно. А вот если вы хотите получше узнать коми язык, познакомиться с новыми словами и фразами, переходите по ссылке ниже.